Восьмая обязанность благонравной жены. Чистоплотность и опрятность. Благонравные женщины всегда чистоплотны и опрятны сами и с такой же тщательностью содержат в чистоте дом. По требованиям шариата ислама, обязанность каждого мусульманина быть чистым. Даже самые неопрятные люди превозносят чистоту. Никто не любит неопрятных людей. Женщины в своем стремлении быть привлекательными, желанными для своих супругов, не будут ходить неухоженными, разводить грязь в доме. Говорят, что грязь в доме – вестница конца дома. Показателем присутствия в доме благонравной женщины является порядок, а беспорядок укажет на ее отсутствие. Если женщина, любящая мужа, надевает самую лучшую, красивую свою одежду и использует ароматы, чтобы нравиться ему, то это не противоречит праведности и богобоязненности. Поэтому благовоспитанная женщина будет стараться выглядеть хорошо с учетом пристрастий своего супруга и по мере возможности будет интересоваться его мнением на этот счет. Если жена выйдет к мужу ухоженной, нарядной, во всем своем блеске и будет такой находиться в его обществе, то и муж будет в добром расположении духа. Она никогда не приблизится к мужу в неприятно пахнущей, неопрятной одежде. Если в благовоспитанности женщины нуждается вся мусульманская община, то внешнее очарование и украшения предназначены только для ее мужа. Поэтому идти в изысканных нарядах и украшениях на свадьбы, в гости, на прогулки, собрания, а встречать мужа в неопрятной и застиранной одежде – проявление дурного воспитания. Уже было сказано, что чистоплотность является одной из составляющих супружеской любви. Что под этим подразумевается? Быть чистоплотным не подразумевает, что нужно умываться каждые 2 часа с мылом, стирать одежду и мыть полы каждый день. Прежде всего, чистоплотность – это обмывание водой некоторых частей тела после туалета и постоянное содержание их в чистоте. Нельзя назвать чистоплотностью умывание, подобное утиному, когда одна часть тела обливается водой, а другая затирается землей. Ведь такое состояние хуже, чем откровенная нечистота. Мытье одной части тела, в то время как другая остается в грязи, является напрасной тратой воды, мыла и времени. Красиво одеваться и украшать себя для мужа является важным и одобряемым шариатом действием, но в нем есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Необходимо знать, что некоторые способы украшения недопустимы. Например, первый недопустимый способ – добавлять к собственным волосам чужие. Имеющиеся в продаже натуральные парики, шиньоны, в большинстве своем изготовлены из волос больных, кожными болезнями или волос умерших. Использование таких изделий крайне опасно для здоровья, поэтому ношение париков, шиньонов из чужих волос не разрешается. Возможно, именно по этой причине пророк Мухаммед, мир ему и благословение Всевышнего, запретил пользоваться париками. Второй недопустимый способ – изменять цвет лица и рук пудрой, кремами и схожими по назначению средствами. По мнению исследователей, декоративная косметика содержит вредные составляющие, которые отрицательно действуют на кожу молодых женщин, вызывая ее высушивание и раннее старение. То есть ее применение может вызвать эффект прямо противоположный желаемому. Имеется мнение, что отдельные компоненты этих косметических средств могут вредно воздействовать на глаза и даже на центральную нервную систему. Кожа снабжена мельчайшими порами, через которые в ткани проникает воздух. Капельки пота тоже выделяются через них же. Поэтому
Нормальное функционирование этих кожных пор важно для всего организма человека. Применение косметических кремов и пудры приводит к закупориванию кожных пор, а это не приносит ничего, кроме вреда. Третий недопустимый способ – красить зубы в черный цвет. Белизна зубов – особое украшение женщин. В прежние времена мусульманки гордились белизной своих зубов. Они тщательно следили за белизной зубов и избегали красить их чем-либо. Некоторые относятся к своим зубам как к обычным костным образованиям, подвергая их активным функциональным нагрузкам, которые становятся причиной их разрушения. Когда зубы портятся, их функция нарушается. Поэтому красить зубы краской для сокрытия их испорченных участков не имеет смысла, так как это не предотвратит попадание в желудок непережеванной пищи. Истинная красота зубов в их здоровье и белизне. Четвертый недопустимый способ украшения – это вплетать в косу или вешать на концы волос тяжелые украшения. Из-за продолжительных нагрузок на волосы возможно развитие болезни головы и шеи, а если эти украшения дорогие, то есть опасность того, что они могут потеряться.